Вот так легко. Знаешь? Что такое за стопчика? Да ладно, пускай, ничего страшного. Так, сюда. Угу. Добрый день, уважаемые участники консультационного часа. Рада вас приветствовать на нашей встрече. Тема нашей встречи называется «Приемный ребенок в семье». И разобраться в вопросах данного характера нам поможет высококвалифицированный педагог-психолог Лужикова Ирина Васильевна, специалистом регионального центра развития социальных технологий, а также консультантом Республиканского консультационного центра. Если у вас какие-то будут возникать вопросы во время трансляции, то вы можете их задавать прямо в чате, и специалист вам сразу же на них ответит. Ну, что мы начинаем тогда, да? Да, начинаем. Всем добрый день. Если всем хорошо слышно, видно, поставьте плюсики. Также задавайте вопросы сразу по ходу. Я на них отвечу с удовольствием. Если я вопрос раскрыла, тоже можете также ставить плюсик, ну или своеобразное написать сообщение, что да, вопрос раскрыт. Я думаю, ну, наверное, начнем, чтобы времени не тратить. То есть те вопросы, которые вот мне изначально дали, начнем прямо с самого первого. В каких случаях оформляется опека или попечительство над ребенком? Ну, вообще, опека и попечительство устанавливается над детьми, оставшимися без попечения родителей. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет. Соответственно, попечительство над детьми оформляется в возрасте от 14 до 18 лет. Устройство ребенка под опеку и попечительство, естественно, с учетом его мнения, это с 10 лет ребенка, да, здесь мнение учитывается, ну и осуществляется с его согласия. Вам в подмогу здесь Семейный кодекс Российской Федерации, это 223 федеральный закон, статья 145, установление опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей. Итак, это в отношении оформления опеки и попечительства. Следующий вопрос, который поступил: какие права имеют опекуны и попечители в отношении ребенка? Ну, так как я педагог-психолог, да, мне ближе вопросы психологические, поэтому я сразу скажу, что все абсолютно прописаны права и обязанности. Это федеральный закон, 48-й федеральный закон об опеке и попечительстве, статья 15, там так и обозначено: права и обязанности опекунов и попечителей. Очень подробно. То есть все имеющиеся, я думаю, там ваши вопросы в этом законе раскрыты. То есть прямо набираете в строке поиска федеральный закон опеки и попечительства, и выходят все ответы. То есть в отношении прав я здесь не буду сейчас уже раскрывать, да, полно этот вопрос. Это все-таки вопрос юридический, да, не психологический. Следующий вопрос. Могут ли усыновить люди, способные родить или же имеющие детей? Естественно, значит, усыновить, взять под опеку, под попечительство имеют люди, которым уже исполнилось 18 лет, и, соответственно, здесь нет никаких исключений, есть у них дети в семье, либо они сейчас хотят, да, родить ребенка. Но самое главное здесь – это мотивация. То есть, естественно, все кандидаты в приемные родители, они проходят школу приемных родителей. Да? И здесь педагог-психолог, психолог, он задает этот вопрос. То есть, почему вы хотите взять ребенка? Да? То есть, ваша мотивация. И тогда вот здесь родителям, конечно же, будущим, вернее, приемным родителям следует задуматься, а нужен ли мне этот ребенок, для чего я беру этого ребенка в семью.
А может быть, я за счет этого ребенка просто хочу какие-то свои вопросы решить, да, которые вот в настоящий момент я думал, что решу за счет этого ребенка, там, сплотить семью, да, такой деструктивный мотив. Ребенку будет моему не скучно вот с этим приемным ребенком. Хочу там большую семью, и поэтому возьму ребенка, тоже деструктивный мотив. Или же, например, вот им так трудно, они все такие беспомощные, им хочется какую-то поддержку, любовь подарить. Ну, вот этот мотив тоже, да, считается деструктивным, то есть все-таки нужно к этому подходить уже с ясной, трезвой головой, оценив все плюсы и минусы. И, конечно же, если у вас уже есть дома дети, дети должны быть тоже пройти эту подготовку, можно так сказать, да, к приему ребенка в семью. Они тоже должны знать, что в их семью ждет пополнение. И также их готовят, так же, как и сами кандидаты приемные родители. Они проходят школу, они какие-то документы подбирают определенные, вернее, проходят там медицинское обследование, какие-то юридические вопросы решают. Также и здесь в отношении их кровного ребенка тоже необходима подготовка. Если нет возможности родить своего, требуется ли предоставлять в орган опеки справку о невозможности родить? Ну, то есть это тоже вопрос. Нет, справки такой не требуется. И ее даже в том перечне справок медицинских, которых требуется, да, кандидату, их нет. То есть это все очень личное, и это не нужно, эта справка не нужна. Какие существуют ограничения по возрасту усыновителей и опекунов? Ну, я как говорила, что усыновителями могут быть только совершеннолетние граждане. Ограничений по возрасту для усыновителей и опекунов, попечителей также не существует. Законодательно это нигде не прописывается. Да? Ну, единственное, минимальный возраст – это не менее 16 лет должен быть. Возраст вот, между усыновителем, да, и опекуном. Но у специалистов органов опеки имеются свои внутренние документы, на которые они, скорее всего, ориентируются, и где вот этот возраст прописан, ну, возраст 60 лет, вот так можно, да, сказать. В судебном порядке, да, в данном случае этот возраст может быть оспорен. Ребенок может быть взят под опеку как родственную, так и неродственную. Да? Ну, естественно, предпочтение отдается родственной опеке. И здесь, в данном случае, вот возраст как раз-таки, если бабушке, например, там 61-65 лет, но она еще, так сказать, в здравом уме памяти, она имеет там положительный опыт воспитания собственных детей, и она вполне имеет право и может быть опекуном, к примеру, там, своих внуков и так далее, ну, то есть того ребенка, родственника, который остался без попечения родителей. Если же, например, это не родственная опека, то здесь, конечно же, больше, да, и вопросов к тому, почему именно в этом возрасте, например, если бабушке 60 лет, она хочет взять маленького ребенка, то, естественно, это отказ. То есть, или же, например, та же самая бабушка желает взять под опеку подростка, но выясняется, что она не справляется, к примеру, с теми воспитательными, ну, то есть в воспитательном ее опыте есть какие-то там прорехи, да, сказать, то есть она не справилась, может быть, с собственным там, сыном, да, и его, например, лишили родительских прав, то здесь стоит тоже задуматься, то есть нужно ли вообще данному человеку давать под опеку внука. Так. У выбранного нами ребенка есть двое старших детей, двое старших братьев. Можем ли мы удочерить только младшую девочку? Так, вопросов пока никаких нет. Всем все слышно, видно, да? Потому что
Пока ничего не вижу на экране. То есть вопросов, вот относительно тех вопросов, которые я сейчас озвучила, да, ответы, если есть какие-то еще дополнительные, можете прямо в чате писать. То есть я отвечу. Усыновление братьев и сестер вообще разными лицами по законодательству не допускается. Да, то есть согласно формулировке в законе, братья и сестры усыновляются и принимаются под опеку вместе. Но разделение возможно только если органы опеки признают, что это в интересах детей. А именно, к примеру, когда дети не знакомы друг с другом, то есть, например, воспитывались в разных учреждениях, либо по состоянию здоровья детей, да, они не могут воспитываться вместе. То есть, в принципе, оспаривать это решение органов опеки можно через вышестоящие инстанции. А вообще по закону братья и сестры воспитываются в одной семье, в одной приемной семье. Следующий вопрос. Должны ли мы, опекуны, разрешать биологическим родственникам навещать подопечного ребенка? Итак, если ребенок передан под усыновление, то есть определенное решение суда, по которому вы названы усыновителем. Да, и поэтому ребенок, он является только вашим, и поэтому вопрос там родственников, да, интересующих, желание этих родственников там пообщаться с ребенком, как-то встретиться, нет. В данном случае при усыновлении усыновитель имеет полное право на ребенка, и поэтому здесь вопрос закрыт. Да? Это уже только чисто личные какие-то, если там вот нашли родственника, и ребенок очень там, изъявляет желание, он знает, что он приемный, и вот он хочет увидеть там эту маму, там еще что-то, то это только на усмотрение самого усыновителя. Но вообще усыновитель, он законодательно является родителем этого ребенка. Да? Если же ребенок под опекой или да, на попечительстве находится, вообще интересы ребенка в данном случае защищает только опекун. Да? Родители утрачивают права, даже если они были ограничены или лишены родительских прав. То есть, если, к примеру, там мама, да, там отец, бабушка желают общаться с ребенком, желают там брать его, я не знаю, там, на день к себе домой, только через заявление в органы опеки вот данного человека. Если же, вот, к примеру, маму лишили родительских прав, да, или маму ограничили в родительских правах, а бабушка здесь, да, с которым ребенок общался, к примеру, близко, но ей этого ребенка в силу каких-то обстоятельств, к примеру, да, не дали ей оформить опеку, то уже сам попечитель здесь смотрит. То есть если это общение в интересах ребенка, да, то есть если ребенок желает бабушке, если он вспоминает его там теплыми словами, и что бабушка причем не очерняет ни в коем случае там ни этого опекуна, ни родителей, ни как-то влияет отрицательно вот, да, на развитие ребенка, то общение с бабушкой, да, в данном случае возможно. Если же какие-то там более серьезные уже, да, действия, там, вот, ну, которые я проговорила, к примеру, там, брать на дом, да, там, на ночь, нет, здесь только заявление органов опеки. Когда бабушка подает заявление, да, что вот то-то, то-то, какие-то, хочу быть с ребенком, там, проводить мероприятия, там, да, место жительства, вот такое-то, такое. Нет, это здесь даже не рассматривается. Потому что, еще раз напоминаю, что опекун является, он защищает все права и законные интересы ребенка. То есть получается, что за ребенка отвечает он. И с него будут спрашивать, не дай бог, если что-то случится. Угу. То есть зона ответственности здесь полностью на опекуне. Угу. Ребенок грубит
провоцирует, да, то есть вот здесь немножко мне непонятно, ребенок то грубит, то провоцирует, это, скорее всего, ну, давайте рассмотрим уже тогда более так широко. Ребенок, попадая в приемную семью, естественно, как и любой человек, попадая в новую обстановку, к примеру, он проходит какое-то время адаптационное. Ну, если перевести это на нас с вами, к примеру, приходите вы на новую работу, вы не сразу начинаете работать, да, тут рьяно со всеми общаться, предлагать себя. Нет, человек сначала присматривается, кто как себя ведет, у кого какие привычки, спрашивает там, а это, как, а то, присматривается, да, принюхивается, можно даже так сказать. И затем уже начинает показывать себя, да, то есть предлагать, так сказать, да, окружение. Так и здесь ребенок приемный, придя в семью, изначально тоже он не сразу начинает, к примеру, показывать себя, да, кто он такой, и вообще тут же взаимодействовать со всеми членами семьи. Да, у всех разный темперамент, да, у всех разный опыт общения и в семье проживания, да, кто-то вообще в детском доме проживал, у кого-то травма более серьезная получил ребенок, к примеру, у кого-то менее, но все дети, которые остались без попечения родителей, это все дети травмированные. Да, и с этой травмой ребенок приходит в семью. И, естественно, когда, к примеру, адаптационный весь период, он разделяется на определенные периоды. Первый месяц, например, это месяц медовый, да, когда мы все рады, мы все в такой эйфории, у всех розовые очки, восприятие реальности у нас немножко искажено, но заканчивается медовый месяц и приходят, как говорится, суровые будни. И тут ребенок и родитель тоже, естественно, и все те, кто живет в семье, начинают показывать себя. Да, то есть и ребенок начинает искать свое место. Здесь во многом зависит от того, какой опыт был у ребенка до этого. Да, то есть если ребенок, к примеру, в собственной биологической семье привык получать, так сказать, любовь вот через жестокое обращение, через какие-то отдергивания, да, ну хотя бы таким образом внимание, то здесь он в данном случае по собственному опыту вот это внимание будет тем же образом и привлекать. То есть, ну, скорее всего, может быть, будет и грубить в данном случае, да, на что-то провоцировать, то есть опять-таки проверять родителя, вот, откажетесь вы от меня, вот если я вот буду плохо себя вести, да, или же все-таки вот примите меня таким. И каждый раз вот эта проверка, она, скорее всего, будет со знаком минус, да, то есть ребенок никогда не будет проверять своих родителей с поведением со знаком плюс, да, то есть хорошо себя вести, там слушаться, не материться, не воровать, не лгать и так далее. Нет, это, скорее всего, будет поведением со знаком минус. Так и здесь, если ребенок грубит, провоцирует вас на какие-то отрицательные эмоции, на то поведение, которое, да, вас, можно сказать, выводит из зоны комфорта, тем самым ребенок получает какое-то наслаждение, можно сказать, контролирует взрослых, да, таким образом. То есть я хочу быть главным, да, показывать, я хочу иметь вот этот контроль над вами, то есть провоцируя таким образом и показывая, что вы слабые, я здесь более сильный. Да, к сожалению, это есть у приемных детей, но самое главное родителям здесь нужно иметь огромную долю терпения, да, и внутренне опять, то есть проговаривать так, стоп, это он требует моих отрицательных эмоций, он хочет меня вывести из себя. Мне это нужно? Нет. Значит, там, вдох, выдох, или же, так, стоп, 5 минут, и мы с тобой будем говорить в спокойном тоне, да, то есть используем те приемы, которые вам близки, которые вы, например,
со своими детьми использовали, с кровными, и которые у вас, можно сказать, получаются, используйте эти приемы, да, с этим же, с приемным ребенком. Да, он будет грубить, да, возможно, ну, грубить – это еще малое, так сказать, то, чего он может предложить вам из отрицательного поведения, да, своего, из трудного поведения, когда там, например, там начинают уже там воровство, ложь, то есть это намного, я считаю, хуже, нежели, например, ребенок грубит. Вот он сейчас грубит, да, то есть раздражает, проверяет на прочность, но при этом эмоционально холоден. Что делает приемный родитель? Внутренне себя успокоил, да, сказал стоп. Этого ребенка я взял в семью, чтобы любить, да, чтобы жить вместе с ним, чтобы заботиться о нем. И сейчас это просто ребенок, и он меня просто проверяет. Опять-таки, да, нужен я этой семье или не нужен. Даем возможность этому ребенку, да, ну, то есть он что-то ответил, например, плохое что-то сказал в вашу сторону, вы ему здесь же можете сказать, там, Сережа или Ваня, мне очень неприятно, да, сейчас, ну, как ты меня, например, со мной общаешься. Давай, то есть следуй мне, ну, то есть проговорить, главное, свои чувства, да, спокойным тоном, причем в глазах не должно быть ненависти какой-то там или вообще отвращения, да, вот к тому, что сейчас происходит, что да, вы принимаете этого ребенка, и, скорее всего, возможно, вот то, что он сейчас вам предлагает, он по-другому не умеет, да, то есть, значит, мы его учим. Мы говорим про свои чувства, да, тут же, что вам неприятно, что вам сейчас от этого хочется заплакать и так далее. Давай мы с тобой договоримся. И предлагаете то поведение, которое бы, ну, вам в этот момент хотелось. То есть правильно, и говорите ему, правильно ли я тебя поняла, там, Сережа, ты сейчас то-то, хочешь что-то, то-то, или у тебя сейчас на душе, там, например, там, ты злишься на то-то, то-то, то-то. То есть и ждете от него реакцию. Например, ребенок скажет, да, там, я все, там, не хочу вот это делать, все, мне надоело и так далее. И тогда предлагаем, вот давай сейчас мы с тобой вдвоем успокоимся, потому что решать какие-то там серьезные вопросы или же вопросы, касающиеся там нашей семьи, мы привыкли в спокойном тоне. Это гораздо будет эффективнее и мне хорошо, и тебе. Вот. Сколько тебе надо времени, чтобы ты сейчас успокоился? Там, 5 минут, хорошо. Вот 5 минут мы с тобой встречаемся на этом диване, и мы с тобой договариваемся. Договорились, все. Мы в этот момент каким-то образом проявляем, опять-таки, к ребенку вот то расположение к нему, ту любовь, там-то взяли за руку, погладили, да, по плечу постучали, сказали, я люблю тебя, я знаю, что у нас с тобой все получится. Давай начнем, давай попробуем еще раз. То есть ребенок каждый раз будет проверять до той точки, да, пока он внутренне сам вот это чувство доверия и это чувство безопасности, когда у него оно придет, вот эта проверка и вот эти вот грубости, да, во взаимоотношениях, эти провокации не уйдут. Да, то есть с одним разом вот такого это, конечно же, не пройдет. Это и 1, и 2, и 3 раза, может быть, и так далее. Но ребенок ищет этого внимания, он ищет эту ласку, потому что любой человек, неважно, маленький он, большой, он нуждается в другом человеке. Ему нужно внимание, нежность, забота, ласка. Ребенок, который пришел в семью, он этого недополучил. Да? То есть у него в его арсенале этого очень, можно сказать, даже этого нет. Да? То есть привязанности к близкому человеку, скорее всего, не случилось, да, эта привязанность не сформировалась, или же сформировалась привязанность, к примеру, избегающая, да, когда ребенок, наоборот, боится этого взрослого, он избегает этого взрослого, потому что, к примеру, в его кровной семье, скажем, от матери или от отца каждый раз
он то за одно поведение его ругал, на следующий день за то же самое поведение он его уже ласкает и любит. И поэтому такой ребенок остерегается принимать данного родителя, подпускать, вернее, близко. Да? То есть, и поэтому вот данная привязанность избегающая такая. Или же, если же здесь было жестокое обращение, да, к примеру, в семье, в биологической, ребенка, может быть, лупили, там, я не знаю, там, ну, не дай бог, там еще какие-то, может быть, и сексуального характера было насилие, то в данном случае ребенок очень искаженно у него искаженная в голове картинка сложилась о любви. То есть любовь – это когда мне делают больно, когда мне кричат, и тогда он от своего приемного родителя это провоцирует, то есть он ждет вот этой любви, но со знаком минус, потому что изначально ему вот делились вот этой любовью. И поэтому перестроить на ту любовь, заботу, нежность, ласку, то есть показать ребенку с другой стороны, что это еще бывает вот так, это как раз-таки задача приемных родителей. Это очень трудно, это трудоемко, это будет стоить огромных усилий, но это стоит того. Да? То есть, и поэтому ребенок будет предлагать вам, скорее всего, это много-много раз. Но главное родителям, да, не срываться, да, то есть держаться, потому что срыв – это говорит о нашем бессилии. А если бессилен взрослый, да, соответственно, кто будет меня, ребенка, защищать, да, то есть родитель должен быть сильным в его понимании в данном случае. И родитель должен быть, так сказать, энергетическим донором в данном случае, да, то есть он должен быть с запасом ресурсов. Ребенок берет у приемного, вообще у любого родителя, да, ребенок принимает ресурсы, а если родитель не ресурсный, да, то, соответственно, он и делится вот этим нересурсным своим состоянием, когда начинает кричать, когда начинает отдергивать, отстань, там, ты что, не понял в прошлый раз, что ли, что я тебе сказала, или там, я сегодня устала, не буду с тобой разговаривать, потому что ты мне там, вот такое-то у тебя поведение было, все, там, пошел вон, или иди своими обязанностями займись и так далее. То есть здесь таким образом родитель, можно сказать, транслирует ребенку собственную и беспомощность, и нересурсность. Да? И, соответственно, так как ресурс идет со знаком минус, получается, что родителю самому не хватает вот этих, да, какой-то энергетики, а это и знания, это и умения, это и опыт, да, и все вот здесь это вместе вот в этом ресурсе. Ребенок то же самое возвращает и родителю, соответственно, да, то есть хамит, то есть, вернее, не хамит, а родитель кричит, там, оговаривается, огрызается, что-то повелевает, и это все с окраской такой негативной, то ребенок возвращает то же самое. То есть мы, родители, если то есть, взяли на себя эту родительскую, да, ответственность, то мы должны все-таки немножко показывать ту модель взаимоотношений в семье, которую бы вы хотели, чтобы вот картинку рисуете себе, которую бы ребенок принял и в дальнейшем бы в своей уже семье стал бы со своими детьми, например, да, вот это во взаимодействие вводить. Также у приемного ребенка, кроме того, что у него нарушена, да, привязанность, то есть нарушение привязанности, да, идет уже, потому что изначально доверие и к миру, не, так сказать, да, было нарушено, то и здесь же плюс к этому идет еще и, что ребенок не чувствует границ. Да, вот как раз почему ребенок ругается, почему ребенок агрессирует, почему ребенок иногда начинает там какие-то действия делать, которые, ну, казалось бы, нам недопустимы, а потому что у ребенка еще не сформированы границы. Если же родители, например, позволяют себе брать без разрешения у ребенка что-то его со стола, то, что у него в сумке лежит, да, например, его рюкзачке, там, в его
школьном рюкзаке, в его там портмоне, может быть, или без стука заходит в его комнату, он сидит за компьютером, там что-то с кем-то переписывается, мы тут же вырываемся и говорим: а ну-ка, дай я посмотрю меня, а то я не знаю, где ты там и с кем общаешься. То есть если мы разрушаем изначально вот эти границы, если мы, то есть, не считаемся с ребенком, соответственно, он нам то же самое и возвращает. А это ругается с нами, может нахамить, может агрессивно какую-то, ну, там, выпадку, да, предложить, то же самое, украсть, залезть в карман, без стука зайти в вашу комнату, то есть без разрешения что-то взять. Так как ребенок приходит чаще всего приемный вот с отсутствием вот этих личных границ, значит, эти личные границы мы, как приемные родители, должны у него сформировать. А каким образом? А это начинается, естественно, с малого. То есть вот это твое, ты имеешь право с этим делать все, что хочешь. Вот это мое. То есть и оговариваем, что мое, да, его можно трогать только с моего согласия. Там в комнату родительскую заходить только со стуком. В твою комнату я тоже захожу только со стуком, да. Говорить со мной вежливо, да, то есть, например, не огрызаться. И говорим, как это, да, то есть транслируем. Естественно, с первого раза ничего не случится. Как говорится, что с 21 раза только возникает навык, формируется. Ну, соответственно, здесь то же самое, да, в формировании вот тех же самых границ. Да, это сложно, да, это очень тяжело. И еще это во многом очень зависит, как я говорила, уже от того травматичного опыта, который перенес ребенок. Если же самому приемному родителю сложно, он не понимает, да, причин этого поведения, вроде бы все уже испробовал, и с лаской, и без ласки, да, и, так сказать, и со всех сторон уже подошел к ребенку, тогда, конечно, следует обязательно обратиться к специалисту. Не стоит бояться, что это как-то отрицательно, да, повернется к приемному родителю, наоборот, только за. От специалиста вы получите много очень информации, помощи и вам, и ребенку. И поэтому, если предлагают обратиться к специалисту, этим нужно пользоваться. Потому что иногда мы, родители нынешние, много читаем, да, много в интернете всего узнаем, но порой немножко неправильно это, так сказать, переводим, да, транслируем. Поэтому может быть даже только во вред быть. Следующий вопрос. Нужно ли рассказывать ребенку о кровной семье? В своей практике я уже с 2012 года, получается, с 2012 года, когда ввели обязательно школу приемных родителей, этот вопрос у нас стоит прямо отдельным, когда мы с кандидатами приемными родителями разговариваем о том, есть ли необходимость рассказывать ребенку о кровной семье. Ну, то есть можно сказать, тайное усыновление. Да? То есть вот представьте, да, то есть я немножко сразу же так с опыта того, которое вот за все это время у меня есть. Вы живете с приемным ребенком. Вы знаете, что этот ребенок приемный. Ребенок у вас уже, к примеру, долго живет, да, вот уже 4 года, 5, 6, 7. И внутренне, когда человек вот знает, что ребенок приемный, а вдруг кто-то узнает, а вдруг кто-то скажет, и вот этот груз, этот дамоклов меч, он ежедневно, 24 часа, да, в сутки, он, можно сказать, над вами вот давлеет. Ребенок, естественно, это считывает все. Он чувствует, что да, что-то недосказывают, соседи почему-то реагируют там как-то не так. И вот с этой тяжестью приемному, да, родителю ежедневно жить. И тогда мы, естественно, спрашиваем, то есть, а как вам вот с этим ежедневно? И многие соглашаются, что да, тяжело. А вдруг случится так, что вашу тайну кто-то раскроет другой.
Да, и тогда что может случиться с ребенком? А все что угодно. Кто-то замкнется, кто-то убежит, да, и, не дай бог, конечно, может быть, и суицидальные попытки. У ребенка, естественно, сразу же потеряется доверие к приемным родителям, естественно. Кто-то закроется, замкнется, у кого-то начнутся, возможно, не дай бог, конечно, и это заболевание откроется, да. Поэтому, да, мы всегда говорим, что рассказывать ребенку о том, что он приемный, нужно. Тогда вопрос, да, то есть, а когда рассказывать, как рассказывать, кому рассказывать, и вообще, нужно ли это ребенку? Да, ребенку это нужно, потому что ложь, она всегда раскроется, ну, можно так сказать, да. С одной стороны, мы, да, вроде оберегаем, хотим, вот он же наш, мы все ради него, мы там сыночек и все, а тут расскажем, что он приемный, и все, он от нас отвернется, любить нас не будет, и вообще все будет со знаком минус. Ну, как говорится, мы всегда на этот случай говорим, что вы как-то умеете предвидеть ситуацию, да, то есть вы маг, вы волшебник, вы знаете, как это бывает. Любому ребенку, да, всегда он ждет от своего родителя правды. Он хочет, чтобы родители были с ним честными. Он, естественно, это считывает с его поведения, с его каких-то, с его жестов, с его мимики, то, как он даже подходит, обнимает, говорит, его дикция, его тональность и так далее. И поэтому, когда ребенок, а чаще всего это где-то 4-5 лет, начинает говорить: мам, пап, а вообще откуда я появился в вашей семье? Именно вот этот возраст, 4-5 лет вопросов, когда ребенок задает в любой, неважно, кровной, в приемной семье, о том, откуда он произошел. И вот отсюда, вот здесь приемные родители с помощью сказок или с помощью каких-то собственных уже сочиненных сказок, да, или готовых сказок, которых сейчас в интернете очень много, они рассказывают о том, что да, дети рождаются от родителей, а некоторые дети вот с детских домов, да, ну, то есть родители их забирают. Это сейчас я так грубо, да, сказала, с детских домов. В сказках это немножко по-иному, поинтереснее все это прописывается, рассказывается родителями. И когда вот на этот возраст, на 4-5 лет, ребенок не будет задавать вопросов: расскажите, а кто у меня кровная мама, а как я жила. Вот этой сказки, которую вы расскажете, ему будет достаточно. Если же возникают вопросы, естественно, вы отвечаете на них. Ребенок становится все старше, вопросы становятся так более конкретными, более серьезными, более, можно сказать, приближенными, да, к жизни. И родители, естественно, эту информацию дают ребенку. Получая эту информацию, ребенок внутренне, во-первых, получает вот эту безопасность, вот это спокойствие, да, что я в семье, что меня любят, что меня не обманывают. И даже когда кто-то незнакомый, неважно, там это в школе это будет или это соседи, кто-то скажет: да ты ж приемный. И ребенок спокойно совершенно отвечает: да, я приемный. И что? Меня родители любят. То есть внутренне ребенок не получит уже ту травму, которую получит ребенок, который, например, да, не извещен об этом. То есть что он приемный. Ну и, естественно, еще раз подчеркну, что сохранять тайну – это сложно. И это тяжело и родителям, ну и, соответственно, ребенок это все равно считывает, да, с вас. Следующий вопрос. Так, всем ли все понятно? Задавайте вопросы, потому что я, может быть, в своем рассказе кому-то нужно более конкретные какие-то примеры, более конкретно на чем-то остановиться. Пока нет вопросов. Так, сейчас я время 16:42. Следующий вопрос. Как справиться с ревностью родных детей? Ну, начну с того, что уже ранее немножко проговорила, что когда мы хотим взять в семью приемного ребенка, естественно, об этом мы проговариваем и своим кровным детям. Да? Мы их как бы
подготавливаем к тому, что в нашу семью придет новый член семьи. Мы можем показывать в интернете и фильмы посмотреть про приемных детей. И смотрим, и может даже пойти к тому детскому дому, да, что вот здесь детки живут. Мы спрашиваем ребенка, а куда бы ты хотел поставить кровать приемного ребенка, какими игрушками поделиться. А как ты думаешь, вот, ну, то есть расскажи, а как бы ты хотел, чтобы вот эта вообще ситуация в нашей семье развивалась? И вообще хочешь ли ты, да, чтобы у нас в семье появился еще один ну, брат или сестра? Ревность детей, да, вот, то есть когда ребенок появляется в семье, это одно из естественных чувств, которые есть у детей. Каждый ребенок желает, чтобы родитель больше принадлежал ему, да, больше с ним общался, больше его гладил, обнимал, да, там и так далее, больше с ним общался. То есть ревность – это нормальное чувство, оно естественно, как среди родных детей, так и среди кровных детей. Но что здесь самое главное? Самое главное – это как вести родителю, да, то есть если он заметил, что дети начали очень ревностно, да, относиться к тому, что я, например, начала уделять приемному ребенку больше времени, и дети в большей степени начинают вести, либо регрессируют, да, то есть начинают показывать свое поведение, как будто бы они вот, им было, например, там 7 лет, 10 лет, и как будто регрессируют, начинают вести себя как трехлетние дети, якобы вот родители в данном случае будут больше внимания, значит, ко мне уделять, либо плохим поведением, либо начинают мстить этому приемному ребенку, либо начинают грубить с родителями. То есть вот все эти ситуации, да, ребенок начинает пробовать, ну, по-всякому, да, родителям. Изменит ли он отношение ко мне? Таким образом, он как бы стучится к нам, говорит, что а мое-то внимание вы не забывайте, да, то есть ты мне нужен, родитель тоже. Приемный родитель, когда приходит в семью приемный ребенок, естественно, он начинает уделять ребенку приемному больше внимания. Мы думаем порой, что вот он такой бедный, несчастный, ему было мало внимания, и поэтому вокруг него, да, как квочки бегаем, а что вот так? И очень часто забываем про своих кровных детей. И вот тут-то начинаются все те отрицательные моменты, которые я проговорила выше. Что же делать ребенку? Ну вот уже произошло это, да, то есть ребенок ревнует, какие-то отрицательные моменты появились уже в поведении, может быть, даже агрессирует на приемного ребенка. Очень часто такие дети начинают проговаривать, что вот это ты пришел в нашу семью, вообще уходи отсюда, ты нам не нужен. И тогда родителю, естественно, нужно задуматься, а правильно ли я, то есть вообще со своим кровным ребенком взаимодействие, уделяю ли я ему столько времени, сколько, например, до этого уделял. И здесь нужно вспомнить те традиции, которые мы с ребенком, да, которые были у нас ранее, например, с моим кровным ребенком, какие у нас были определенные ритуалы, а что мы делали с ним раньше такого, ну, что ему доставляло удовольствие и мне, и ему. Может быть, какие-то откровенные разговоры у нас были раньше, а сейчас этого нет. То есть ребенку нужно тогда, если уж не количеством, то качеством вернуть вот ту заботу, то внимание, которое он нам, как сказать, да, предъявляет вот этим своим поведением, да, ревностно взаимодействуя с приемным ребенком. Да, это должно быть очень много, во-первых, общения, то есть проговорить с ребенком возможно. Может быть, ребенок действительно, в голове у него уже сложилась вот эта картинка, что я сейчас стал не нужен своим родителям, они приняли другого ребенка, они его только любят. И поэтому я буду мстить им и мстить этому ребенку. Родители, значит, увидев это, да, продиагностировав, так можно сказать, начинают, естественно, со своим ребенком, да и с приемным тоже больше общаться,
проговаривать об этой ситуации. Почему так происходит, да? А что не так, может быть, я делаю? Давай ты будешь мне помогать. А можно я буду у тебя консультироваться? А давай мы с тобой как раньше. Ну, помнишь там, то есть нужно родителю это возобновлять, значит. То есть вот эти звоночки, которые, да, вам предъявляет ребенок, это говорит о том, что ему не хватает близости с вами, то есть неудовлетворенная потребность в близости. Вот за подобными этими переживаниями у ребенка стоит. Ну и чтобы вот эту, вот пример сейчас один предложу. То есть семья, приемный ребенок и ребенок, соответственно, кровный. Мама уже не знает, что с ними делать. Да? Дети ревнуют, то есть хотят быть, только этот хочет быть с мамой. С друг другом какие-то недомолвки, то агрессируют. И мама, можно сказать, берет тайм-аут. Она отправляет их вдвоем к бабушке. Здесь в отсутствии мамы. То есть они, ну, так сказать, не за кого стало им, да, вот здесь конкурировать. Они здесь дружились, они здесь начали какую-то общую деятельность, и, соответственно, вот эта конкуренция уже ушла. То есть мама нашла вот такой выход. Какой вы предпримете выход, да, ну, то есть приемные родители, здесь может быть опыт довольно-таки большой и обширный. Но то, что эта ревность будет между детьми, это будет. И здесь главное, нужно хладнокровно к этому подходить, да, то есть со спокойной, холодной головой. В ярости мы можем наделать столько ошибок, что потом очень будет тяжело вернуть доверие, вернуть вот то близкое общение со своим ребенком, которое у вас было до этого. Но в большей степени, вот на собственном опыте, вот эти недомолвки, да, с кровным ребенком возникают, если не было теплых и близких отношений до того, как приемный ребенок пришел в семью. Скорее всего, уже вот всегда же оголяются вот те трудности, те конфликты, которые были до этого не решены. Да? Вот с приходом приемного ребенка в семью это у нас, как сказать, все раскрывается. И приходится теперь решать уже и то, и это. Ну, на то мы и родители, да, чтобы с этим справляться. Так, ну и вот еще один вопрос. Ребенок замкнут. Что делать? Закрывается ото всех. Ну, замкнутость вообще это не врожденная особенность ребенка. Ребенок просто так отгородится от окружающих, от всего мира, да, стенкой. Ну, это не есть, так сказать, естественное его, да, поведение. Всегда тому есть причина. И чаще всего закрывается тогда, когда обижен на кого-то, там, на маму, на папу, на одноклассников, на брата, на своих друзей, на то, что его не устраивает. Нередко закрываются за 7 замками, ну, в большей степени в практике это правильные дети, да, когда несправедливо отнеслись, когда, или, к примеру, у родителей очень завышенные требования, они что-то ожидали от этого ребенка, либо высокие очень требования, либо родители очень часто сравнивают этого ребенка с другим, либо они настолько в своих требованиях, то есть поставили высокую планку, что ребенок, ну, действительно, ну, не может он до нее там, да, долететь, достучаться, дотянуться, вот. То есть вот это причины, да, замкнутости ребенка, когда он отгораживается, не желает, это, то есть своего рода он надевает такой панцирь, чтобы внутренне, да, то есть совсем, можно так сказать, если уже общаться на бытовом языке, не умереть, да, то есть я сейчас панцирем отгорожусь, чтобы мое внутреннее, вот ту ранимую мою часть, которая во мне есть, чтобы она, ну, совсем не погибла. И тогда вот этот панцирь, он становится все больше, 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 и мы, родители, очень часто даже иногда достучаться не можем до нашего ребенка.
как же победить вот эту замкнутость, да, то есть как стать для ребенка ну, тем взрослым, авторитетным взрослым, да, с которым ребенок согласен общаться, с которым, который видит в нем и того родителя, который его примет. Ну, во-первых, не нужно перекрывать кислород для ребенка. Да. Очень часто бывает, что дети чем-то увлечены. Ну вот есть у него какое-то хобби, да, а мы привыкли видеть, что вот нет, вот это будет так, и все, и никаких тебе там. То есть поинтересуйтесь тем, чем ваш ребенок занят. Вообще, что он хочет в этой жизни, что его интересует. Почему, может быть, мы сами, родители, ему, можно сказать, со своей головы что-то навязываем, да? Хотим, чтобы это вот так было, а ребенок не готов к этому, он не хочет этого, и поэтому так закрывается, да, чтобы... Потому что это неинтересно, потому что его не слышат, потому что не хотят понять, да, кто он такой. Дети, замкнутые дети, они чересчур самокритичные. И поэтому, когда мы начинаем, к примеру, когда у ребенка что-то не получается, а мы еще в это добавляем ложку дегтя, то, естественно, что остается ребенку? Да? Ребенка меньше опыта, ребенок не умеет так, да, красиво сказать, рассказать родителям, да, что произошло, что его не устраивает, ему легче закрыться. Если ребенок, к примеру, что-то рассказывает, много рассказывает, а очень часто у приемных детей бывает такое, вот именно в период адаптации, когда он уже начинает чувствовать себя, вот, как сказать, своим среди вот этой семьи, много говорить о том, что произошло, порой говорить об этом очень много раз, да, проговаривая это. И каждый раз родитель должен спокойно, да, хладнокровно, то есть с приятными эмоциями, не холодными, выслушивать ребенка, не отвергать его и говорить, что да, ты молодец, ты у нас, ну, то есть мы тебя любим, мы тебя принимаем и так далее. То есть всегда положительно ко всему к этому относиться. Если у ребенка есть какие-то страхи, да, то говорить, что да, страхи есть у всех людей, и преодолеть этот страх – это как, ну, открыть новогодний подарок, например, да, ты узнаешь, что это такое. Если тебе будет тяжело, если ты не сможешь с этим справиться вот здесь, сейчас, если тебя что-то пугает, мы, родители, мы всегда вот на расстоянии вытянутой руки, на расстоянии звонка. Поэтому... Если, ну, то есть если бывает такое, что да, ребенок что-то не хочет говорить родителям, ему легче закрыться, сказать: все, отстаньте от меня, мне плохо, и вообще не хочу с вами разговаривать. Проговаривать ребенку. Мы очень часто думаем, что если ребенок, например, за дверью, за стенкой, он нас не слышит. На самом деле у детей, у них очень большие уши, да, и они слышат все, что им нужно. И поэтому даже если вы за дверью, за стенкой, вы все равно можете это проговорить ему. То есть обозначить, что мы всегда тебя выслушаем, если сможем, то да, мы поможем тебе. Если тебе хочется закрыться, да, ты можешь закрыться, посидеть. Это человеку нужно иногда побыть самим собой, да, поговорить, можно так сказать, почувствовать себя, что ли. Но если мы тебе нужны, пожалуйста, обращайся. То есть мы вот всегда здесь, мы, если сможем, мы тебе подскажем. Всегда мнением ребенка нужно интересоваться. То есть очень часто, когда мы, родители, что-то начинаем в семье, какие-то вопросы решать, и тут ребенок что-то предлагает, и если часто бывает, что да ладно, все, мы тебя услышали, иди поиграй, все, потом. То есть получается, что мое мнение не учитывают. И тогда ребенок в следующий раз, когда мы захотим уже услышать что-то от него, он скажет: а зачем? То есть вы же меня не слышите и не хотите, я пойду вот закроюсь и там посижу. И, естественно, если ребенок что-то делает, то хвалить за заслуги даже незначительные, даже малейшее пришел, закрыл дверь тихонечко, да, при этом раньше, например, заходил, там хлопнет дверью, там еще чего-то, а тут он зашел и дверью вот красиво, тихонько закрыл дверь. Похвалите за это ребенка и, ну, то есть обозначьте, что вот видишь,
оказывается, и это, у тебя это получается, то есть это возможно, то есть, да, и так далее. И наказываете также, соответственно, тоже по заслугам. То есть проступок должен быть равен наказанию. Да? То есть за один и тот же проступок мы не можем сегодня там наказать вот таким образом, а если он оступился, то завтра за тот же самый проступок мы его то есть более серьезно. От этого также ребенок то есть теряет вот это доверие к родителям и, соответственно, закрывается в панцирь, в улитку, да, как можно это еще сказать, то есть мне легче вот так быть закрытым от всех, от вас, от мира, нежели общаться с вами, потому что мне тяжело, потому что вы меня там не принимаете и не считаетесь со мной и так далее. Очень интересная книга по поводу вот как раз замкнутости, по поводу вот, то, что ребенок закрывается и не хочет общаться. Морозова, автор Морозова «Техника безопасности для родителей и детей нового времени». Да, как раз вот по данной теме эту книгу как раз-таки я хочу вам предложить. Морозова «Техника безопасности для родителей и детей нового времени». Ну, вопросы относительно приемных детей, да, у меня исчерпаны, которые были предложены изначально. Я жду вопросов от слушателей. Если что-то хотите узнать, задавайте. Угу. Ну, я думаю, пока вопросов никаких нет. На самом деле, тема приемного ребенка – это тема сложная, да, она неоднозначная. И вот так за 1 час, да, решить и ответить на все вопросы практически невозможно. Она требует много времени. Угу. Ну, если вопросов нет, тогда всем до свидания, всем спасибо. Всего хорошего.